Эти письма, старые фотографии, вековые Кораны, украшения и посуда передаются из поколения в поколение в крымско-татарских семьях. Каждый год школьники со всего полуострова рассказывают историю этих реликвий на конкурсе «Айледи Герлеклера». Он проводится в рамках фестиваля «Тыль халкнын эн кыйметле барлыгыдыр» – «Язык – самое ценное богатство народа», который впервые был организован известным поэтом Юнусом Кандымом. В рамках фестиваля проводится также конкурс литературных работ и театральных постановок. «Айледи Герлеклера» в этом году проводится уже 12-й раз. И с каждым годом не иссякает количество невероятных семейных историй, которые представляют участники конкурса. Угренмек сандыклардан чыгарып, тарихларны угренмек кыйметле бер иштер ве аны тез-тез yapmak керек, ашыкмак керек, чөнки карбабалар, биталар кетелер. В этом году участники представляли работы в 3 номинациях: «История села», «История жизни бабушки или дедушки», «Сокровища из сундука». Бүгін мен арпат менем туфган койым ишин яптым. Оның ады арпа сөзінден yapıldı, ячмень. Арпа ат. Онда дағларда арпа өсейді. Мен айтым бүгін севеле битай үшін. Недай онда бар яқшы тіл. Мен оны саатларны диглемеге севем. О ерлай бүлбүл киби. Менің ешім мевзусы güzellikнің сырлары. Анда мен айтам, 20 сенесінде бізде битамда сундук хазинелері бар. Бушал, юзбез и марамалар. За каждой семейной реликвией стоит целая история, и чаще всего она трагична. Покидая Крым не по своей воле, наши бабушки и дедушки смогли взять с собой частичку родного дома, а затем сохранить ее как самую большую ценность, рискуя умереть от голода. Türkiye'ye ketken son bilem Ayşe Bitam ağalarının bağını uzmayan ve mektupleship turgan. Mektuplarının hepsi açık halda kele ekendir. Çünkü Sovet hükümetinin xadimleri çetilgen kelgen bütün mektuplarını açıp okuydular. Cevahir Karbitam 1937 senesi doğdu. Kırımның Kuybышев bölgesinde Manğulqali yolunda yerleşken adım çoğrak koyundu. 1949 senesi Qorandasымен beraber sürgünlükке uğradı. Olarını Samarkand bölgesinde yerleşken Rudnik Kaytaş köyüne anda sürgün ettiler. Pek kıyın yaşayışı edi, kıyın yaşadılar. Aşamağa içmege bir şey yok edi, kiyinmege, urba kiymege de yok edi. Из десятков работ в финале конкурса были представлены 18. Все презентации будут размещены на портале Козяйдын Медиа, где за 12 лет собрался целый виртуальный музей крымско-татарских сокровищ.